мы присутствуем на столь важном ответственном мероприятии. И хотелось бы выразить слова благодарности за приглашение и Дауту Валентиновичу Акберга, и всему составу Общественной палаты. Спасибо большое за доверие, которое вы нам предоставили. Я очень надеюсь на то, что сегодня действительно у нас будет дискуссия, а не наши монологи, наши выступления. Сегодня это не конференция, поэтому очень хотелось бы действительно подискутировать на тему того, насколько важно в нашей стране развитие территорий, развитие сел нашей страны, насколько мы зависим от того, каков будет уровень развития наших сел сегодня и в будущем. Одним из стратегических направлений развития Абхазии является территориальное развитие, так как оно прежде всего предполагает сохранение традиционных ценностей, рост экономики сел и районов с использованием уникальных природно-климатических ресурсов и экологически чистой среды обитания, рациональное использование сельскохозяйственных земель, инфраструктурных объектов, уникального историко-культурного наследия. Национальная идеология нашей страны не может родиться в городе. И село сегодня нельзя рассматривать как подсобное хозяйство, исключительно как подсобное хозяйство. Села Абхазии – это наша комплексная безопасность, демографическая, экологическая, продовольственная, военная. Какими мы видим наши села сегодня и в будущем? Села Абхазии – это питающий корень социально-экономического развития и культурно-нравственных устоев нашей государственности. Потому наша задача – сохранить и развить культуру, традиции, обычаи, язык. Следовательно, стратегической целью развития района, в том числе и сел, является повышение уровня и качества жизни населения и создание благоприятных условий для экономического роста. Для достижения стратегической цели необходимо сохранение и развитие культурного потенциала наших сел, сбалансированное территориальное развитие. Мы с вами знаем, что, к большому сожалению, территории Западной и Восточной Абхазии, они существенно отличаются друг от друга, существуют серьезные дисбалансы, диспропорции, поэтому мы должны стремиться к выравниванию этих диспропорций. Повышение инвестиционной привлекательности сел и районов Абхазии. Каков сегодня образ жизни сельчан и как они поддерживают свое существование? Вы знаете, тезисы, которые мы заявляем, и выводы, которые мы делаем, это не просто вещи, которые рождаются в кабинетах, на кафедре национальной экономики или в Центре социально-экономических исследований. Это те вещи, которые мы услышали непосредственно от людей, непосредственно на полях, непосредственно в селах нашей страны. Сегодня наши села сталкиваются с рядом проблем, среди которых демографическое старение сельского населения и отток молодежи из сел в города и даже обезлюдение сел. Внутренняя миграция, в том числе утечка специалистов из сел. Зачастую, работая со студентами, мы спрашиваем, а где вы будете дальше работать? Вы заканчиваете университет, получаете хорошие специальности, в том числе агрономов, технологов и так далее. Но люди почему-то не ассоциируют, и наши выпускники не ассоциируют свое дальнейшее проживание, нахождение в селах, там, где они родились и выросли, откуда они вернулись, потому что нет возможности для того, чтобы обеспечить себя работой, занятостью, поэтому они мигрируют в города, к большому сожалению. Следующая проблема – это неравномерное социально-экономическое развитие поселений, снижение реальных доходов населения и безработица, слабая социально-экономическая инфраструктура, недостаток собственных финансовых ресурсов для развития, высокая степень износа основных фондов и низкий уровень инвестиционной активности. Конечно, дать однозначный ответ на решение поставленных задач, на решение существующих проблем сегодня очень сложно. И одному человеку очень сложно, и какому-то научному институту тоже очень сложно это сделать.
Поэтому, знаете, одной из главных задач в перспективе является прежде всего возврат к традиционным ценностям, где сельская идеология должна поддерживаться достижениями научно-технического прогресса и какими-то инновационными подходами. Сегодня есть множество новых подходов к развитию территорий. Вот одним из них является кластерная форма пространственной организации. Наверняка вы все знаете, что это такое, просто буквально в 2 словах. Когда активное взаимодействие власти, бизнеса, образования и науки может создать определенный имидж территории, создать бренд и условия для инвестиционной привлекательности. Села Абхазии географически расположены таким образом, что они могут быть очень тесно связаны друг с другом. Одна локация может вытекать из другой, другая из предыдущей. И поэтому нужно просто найти пути взаимодействия между этими селами и попытаться выйти на какое-то устойчивое развитие. Вы знаете, это взаимодействие кластерное может дать определенный импульс в оживлении сел нашей страны, а в качестве инструмента реализации может стать инициативное бюджетирование, то есть вовлечение граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территории, так как население территории должно лично участвовать в решении проблем, подготовке инициатив, софинансировании и контроле. В фокусе проблем в основном это местная инфраструктура, благоустройство территории, ремонт дорог, освещение, водоснабжение, спортивные площадки. Более того, особая роль отводится сельским школам, так как они должны выступать сегодня не только образовательным, но и воспитательным, социокультурным центром. Их деятельность связана с жизнедеятельностью села, и школа влияет на решение множества вопросов жизни на селе. 2026 год объявлен президентом нашей страны годом села. И мы абсолютно уверены в том, что это не просто лозунг, это глубокое понимание необходимости сохранения и развития сельских территорий. И потому я думаю, что в скором времени по поручению президента мы приступим к пилотному проекту паспортизации 2 сел Абхазии с изучением потенциала сел, трудового, природно-ресурсного, капитальных ресурсов, изучения этих сел, с тем, чтобы сами жители, проживающие на той или иной территории, могли определить проекты, направления своего развития и даже источники финансирования. Поддержка сел и его население сегодня должны стать национальным проектом. Не случайно наш форум сегодня носит название «Диалог, согласие, развитие», потому что именно через диалог, то есть через взаимодействие различных структур и групп, мы придем к определенному взаимодействию и постепенно, поэтапно выйдем на пути устойчивого развития. Сегодня у нас присутствует здесь амбассадор Союза женщин России Ирина Владимировна Сербина. Кроме того, что она гость из Омска, она очень известный человек в России. И знаете, у этой очень интересной организации Союза женщин есть лозунг: «Наша сила в единстве, наше богатство в многообразии». И мне хотелось бы перенять эту эстафету и распространить ее на наше сегодняшнее мероприятие, потому что в единстве мы сильны, мудры и многообразны.